15 февраля текущего года, 24 года, исполнится 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В составе советской группировки в Демократической Республике Афганистан воевало более 1500 представителей чеченского народа. За 10 лет боевых действий в Афганистане ни один чеченец не попал в плен, не стал дезертиром и не пропал без вести. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И председатель отделения Союза ветеранов Афганистана Чеченской Республики в селении Новые Атаги, заместитель председателя ветеранов-инвалидов Афганистана Шалинского района, депутат муниципального образования селения Новые Атаги Хусейн Цамараев. Маршал. И сразу переходя к нашему разговору. А действительно, Хусейн, представители чеченского народа в Демократической Республике Афганистан. Как это было? Что вы сейчас помните? Как это было? Мы были очень молодые. Нам было по 18,5 лет, когда мы впервые попали в Афганистан. 18 лет? 18,5. 18 нас призывали из дому, 18,5 через полгода подготовки, некоторые через 3 месяца подготовки были перенаправлены в Республику Афганистан. 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Что для вас значит эта война? Война всегда оставляет в душе очень тяжелый след. Воспоминания, война всегда есть очень нехорошо. Я до Афганистана был студентом сельскохозяйственного техникума. После первого курса я был призван в армию. И как она помнится, эта война, вам именно? Как это все происходило? Вначале, первый раз, когда мы прибыли, и первый выезд наш, когда был, вот на боевые действия, оно не воспринималось всерьез. Казалось, будто что все это, нет, быть такого не может, потому что на тот момент в целом мире, как сейчас, не было таких большинства войн, вот, конфликтов не было. И вот мы с детства привыкшие к мирной жизни, мы не подразумевали, что вот действительно мы будем участвовать в боевых действиях. Студент, война как-то не было. Да, было представление, что вот будем миротворцами. А вот когда действительно первый выезд и по тебе начали стрелять, вот тогда вот приходит осознание, что ты действительно попадаешь на войну. Осознание то, что вы на войне пришло после первого боестолкновения? После первого боестолкновения. До этого оно не приходит и не воспринимается всерьез. А когда вы узнали, что уходите в Афганистан, или это было секретом? Для вас тогда вам не говорили до конца? До того, как нас еще не погрузили в поезд, не отправили в Туркмению. Туркмения – город Тыджен. Мы проходили учебку, это южная часть Туркменистана. Вот во время пути следования, после того, как мы уже проехали Астрахань, вот уже тогда нам сказали, да, вас будут готовить в отправку в Афганистан. Все поверили в это? Или, да, как вы говорите, никто этому значения не придал поверили, как таковой? Ну, всерьез, вот что там действительно идет война, что нам придется сталкиваться в боевых действиях, вот это никто серьезно не воспринимал. Но вы слышали, что идет война где-то там в Афганистане? Да, слышали. Но не думали, что сами туда попадете? Нет, это серьезно. Студент. Тут, если сейчас сопоставить в то время, что мы вот сейчас понимаем, представление, вот представление, единственное у нас представление вот через телевизор, когда мы вот смотрели фильмы про Великую Отечественную войну, вот это, ну, это где-то далеко, это еще давно было, что это нас никогда не коснется. Было такое ощущение. А когда родители узнали, что вы будете служить в Афгане, вы об этом сказали сразу или оттуда, из Афганистана написали, что вы находитесь здесь, на войне? Нет, я не говорил, я не писал. Но у меня был сосед,
с ранением после Афганистана. И он предупредил, что меня могут забрать туда. Родители ко мне приехали, разговаривали с моим начальством, с офицерами, и они уехали. Это когда вы были в учебке? Да, когда я был в учебке. Ну и какие эмоции у вас, у родителей, зная, что сын отправляется на войну, на фронт? И я говорю, что у нас эмоций вот никаких не было, вот мы не воспринимали это всерьез. Родители, конечно, волновались, пытались, чтобы вот нас туда не отправили. Но в день отправки, когда сказали, вот сегодня отправка строится всем, когда вот нас было, вот призывалось одномоментно вот в одну часть, вот из Грозного нас уехало 95 человек. Это ваш призыв? Да, ваш призыв. 95 человек? Да. Сразу в Афган? Все попали? Нет, не все попали, но большинство из них попало в Афган. Некоторые остались в приграничных частях, еще была пограничная служба же на границе, но большинство попало в Афган. А вы в каком городе располагались? Ваша воинская часть где была? У нас... И какой была ваша военная специальность? Я был танкистом. Танкист? Танкист. Механик-водитель, наводчик? Специальность у меня была наводчик. Но по прибытию в часть, после собеседования с командиром роты, я в тот же день был назначен командиром танка. Сразу? Да, и назначен замкомандиром взвода. Это большая ответственность тогда. И по истечению 3 месяцев я был старшиной роты. А где располагалась ваша часть? Это есть Баграм, Шиндант. Кабул. Шиндант. Шиндань. 5-я мотострелковая Шиндань. дивизия, 24-й гвардейский танковый полк. И каким он был ваш первый день на войне, когда вы осознали, что это действительно война, что вы танкист? Осознание было то, что в учебке действительно халатно относился к своим обязанностям, что вот этим надо заняться всерьез, учиться, чтобы вот выжить там. На войне не всегда, как дома, крикнешь «помоги», бывает возможность помочь товарищу. И не всегда тебя вытащит сразу же. Война, она очень коварная. Не понаслышке, даже дети знают в нашей республике, что она очень коварная. Мы хорошо это знаем. Наш народ хорошо знает, что такое война. Плюс климатические условия в Афганистане. Температура доходила до 60 градусов по Цельсию. Сухой ветер, Сухой ветер, пески, жара, помним горы. все это. Оазисов очень мало бывает. Вы находились все время в расположении части? Нет. Или боевые выходы? У нас как? После каждого выезда приезжаешь и сразу начинаешь готовиться к очередному выезду. Другому боевому выходу. Технику надо готовить, потому что климатические условия постоянно надо было готовить технику. Не выдерживала техника даже. И часто приходилось выходить на такие рейды? Регулярно. Регулярно? Да. Вот единственное, за исключением, когда вот тебя могут направить подразделение твое на боевое охранение, на перевал там вот взвод отправляют, на боевое охранение, дивизии там, вот бывали дежурства на месяц. Вот в этот период ты никуда не выезжаешь. Как сейчас называется, блокпост, да? Да, блокпост. Вот. И вы находитесь на одном месте? Да, вот на одном месте вот перемещение контролируешь в основном, вот, когда по большим праздникам вот, машины, вот это самое досмотр, вот как на блокпосту. Ну вот как сейчас, вот таких вот строгих вот моментов вот не было. Вот, так, визуально посмотреть, спросить, и чтобы... Ну, отношения тоже вот в то время, как бы у людей большинства было более благоприятным. Хотя мы были на войне, вот, ощущение, вот, что вот постоянно... Шурави пользовались уважением? Да, пользовались. У населения мирного? Постоянно вот отвращения вот к людям, вот этого не было. Когда вот ты не участвуешь в боевых действиях, отношение было вот как к мирным жителям. Это к вопросу отношения с мирными жителями. Да. Они нормально были, да, действительно? Да, нормально были. Я вот месяц находился вот в самом Шинданде,
Вот на окраине Шинданта был перевал такой стратегический. Там есть и крепость, и вот и рядом с дорогой мост находился там в охранении, и рядом там проходила речка, вот как Аргун. Мы днем ездили на речку купаться. Местные вот молодежь, люди подходили, разговаривали. Ну там как есть узбеки, есть таджики, есть киргизы, есть небольшое количество туркменов и казахов там. Были люди, которые еще при Советском Союзе учились в Узбекистане и хорошо разговаривали на русском языке. И мы там общались, и абсолютно вот, чтобы была вот ярая ненависть друг к другу, вот такого не было у нас. А что вам запомнилось, Хусейн? Особенно запомнилось? Какой эпизод той войны вспоминается вам чаще всего сегодня? Какие ваши самые жуткие воспоминания о службе в Афганистане? Скажу так. Нас когда переправляли в Афганистан, это было в апреле, в начале апреля, 5 или 6 числа, где-то так. Это какой год? Это 84-й. Вы, кажется, в 85-м были призваны. Да, не, в 83-м я В был. 83-м были да. призваны. Нас переправляли в апреле 84-го года. Это был самолет Ту-154, нас погрузили, самолет взлетел, и я заснул. Когда меня разбудили, при нашей дивизии был военный аэродром, когда наш самолет туда приземлился, мне сказали, вот мы прилетели, давай просыпайся. Я когда вышел на трап, и когда вот увидел вот это, я думал, что я раньше служил в армии, до этого в учебке я думал, что это армия. Это, оказывается, пионерлагерь был по сравнению с тем, что я попал. Совсем другая форма одежды, совсем другие лица, выжженные, загоревшие. И там как вот одни палатки стоят, строений нет. Люди в широких панамах, таких Да. войсковых, в желтой форме. И там стоят, вот с этой стороны 2 палатки стоят, и с этой стороны 2 палатки. Одноразовых шприцов не было. Нас прививали, был такой один большой насос, один нажимает этот насос, и пистолет такой. Вакцинировали нас от этих болезней, там, тиф, желтуха, малярия, дизентерия, вот эти заболевания в свой период были. Надо было быть очень аккуратным, что если хочешь не заболеть. И вот после всех этих прививок на выезде из аэропорта там была афганская милиция. Они еще прикалывались над нами. Духи. И такое ощущение, боже, куда я попал. Первое впечатление было такое, действительно, вот лично у меня. А потом, когда наступила серьезность, уже понимание обстановки? Тогда уже... Когда получили оружие в руки? Да, оружие после И первого... боевые патроны? Боевые патроны, оружие. Когда я был назначен командир танка, за мной был закреплен определенная бронетехника была закреплена. И я тогда, после первого выезда, понял, что я должен уметь делать все. Что от вождения, от командира, до наводчика и до заряжающего. Пришло осознание, что вы уже командир? Да, надо было знать все. А у меня был еще командир, он тоже мне вот с самого начала твердил, до первого выезда еще твердил, что вот надо научиться всему, я еще не воспринимал это всерьез. Но после первого выезда я понял, что это действительно серьезно, что все надо знать. В случае потери, если ранит механика-водителя, то кто-то должен вывести из-под огня. Часто приходилось вступать в боестолкновения? Вам довольно-таки часто приходилось. Начиная вот со стороны Кушки, вот, начинается наша зона действия была. Вот Гератские 2 полка относились к нашей дивизии. Начиная от Герата, еще от Герата в сторону иранской границы, и есть такая провинция Гиришк, наша дивизия контролировала эту огромную территорию. И в случае вот данных, которые нам передавались от начальства, нас направляли туда, и бывали даже называющиеся так армейские рейды. Это значит
наша дивизия в полном составе, еще Кандагарская бригада объединялись, и вот когда очень большая группировка на большой территории, бывали такие случаи. Хусейн, какой след оставила война в Афганистане в вашей памяти, а также в памяти ее участников и очевидцев? И может ли исчезнуть со временем этот след, след Афгана? Я думаю, что это не то, что Афган, от любой войны след он не проходит бесследно вообще. Что полностью вот прошло воспоминание, вот, это такого вряд ли бывает. А вот что остается благоприятным, в нужный момент, когда мы могли оказать помощь афганцам, детям, старикам, не относясь к ним как к врагам, понимая, что... И это было? Да, и это люди, что они невиновны, что они беспомощны, что вот осознание того, что вот как сейчас вот в возрасте такого не было, но вот что вот эти люди невинны, мы вот это понимали. А никогда не возникал у вас вопрос, что вы делаете в чужой стране? Никогда не было такого ощущения, что это чужая война? Было, но с одной стороны мы видели, что там вот противоборствующей стороны, там находились американские инструкторы. Там было оружие всех видов, начиная американское, итальянское, китайское. Всякое было оружие. Английское было. И мы знали, что вот этот народ сам все это не производит, что с какой-то стороны вот это все компенсируется, и оружие было... И может нас коснуться. Да, это было настолько много оружия, вот мы вот на выездах настолько много его изымали, вот этого оружия. Это были еще вот мини-грады, так называемые, на джипах. Безоткатные пушки. Единственное, не было авиации, бронетехники. Остальное все у них было. И вы тогда уже, можно так сказать, что вы тогда уже понимали, что вы действительно являетесь защитниками своей страны, своей родины, и стоите на дальних подступах к границам. Да, было такое представление у нас. И защищаете от врагов. Да. И нашу страну. Да, было такое представление, но еще у нас, хотя мы были очень молодыми, в то время были как-то по-другому вот, восприятие, вот ненависти, вот, чтобы вот надо всех вот расстрелять, уничтожить, не было такого. Но в этом-то... Восприятия такого вот, не было. В этом-то и заключается понятие Уважение, советский солдат, сегодня российский солдат. Уважение к противнику вот и с той стороны было, и с нашей стороны было. Вот это было действительно. А наше командование могло свободно договориться о перемирии, там месяц, такое-то время. Вот. Дипломатия тоже роль Дипломатия играла. работала. А война была, как бы сказать, с достоинством. Война с достоинством. Неплохо сказано. Скажите мне, Хусейн, вы любите смотреть фильмы про Афганистан? Художественные фильмы? Я смотрю, Лама, но художественный фильм, он есть художественный. Ну, это понятно. Вот скажем, например, фильм «Шестая рота» нашумевший, или тот же фильм «Братство». Смотрели их? Я смотрел, вот сейчас подробности все не помню, но... Вообще, как вы к ним относитесь? Есть ли там хоть что-нибудь такого, что... Поверхностно. Вы поверхностно? Да, поверхностно есть там что-то подобное. Вот на самом деле служба в Афганистане была очень сильно отличалась от службы в Советском Союзе. В то время единственное, вот, немногочисленные ветераны были, вот, которые находились на Кубе или во Вьетнаме, но вот основной контингент, 40-я армия, это были афганцы. Вот из нашего села было 21 человек служило в Афганистане. Все вернулись? Все вернулись. Все 21 вернулись. Вот вы ветеран Афганистана, ветеран боевых действий. Что значит быть ветераном Афганистана сегодня? Защитник Отечества? Интернационалист? Единственное, я не знаю, что значит быть. Мы обычные люди. Обычные люди. Да, ничего сверхъестественного нету. Но мы стараемся всеми силами
дать понять нашей молодежи в школах, вот на мероприятиях, беседуем с ними. А в свое время, вот когда до еще армии, с нами, как с нами беседовали наши ветераны Великой Отечественной войны, они приходили к нам в школу, они провожали нас в армию, давали нам напутствие. И вот мы пытаемся сейчас вот так же дать напутствие нашей молодежи, чтобы они стали на путь истины. Чтобы вот им не казалось, что вот жизнь вот она пройдет в телефоне, что ничего нас не коснется, что всегда все будет гладко и сладко. Так не бывает. Чтобы вот до них это дошло, мы вот всеми силами пытаемся вот донести до нашей молодежи. Мы еще после 2003 года мы еще пытались возобновить начальную военную подготовку в школах. Мы сколько обращений писали правительству тогда еще, чтобы нам позволили вот начать вот эти учебные Сейчас, кажется, планы. хотят вести. Если этот вот урок. у нас в селе был такой Масаев Муса, преподаватель начальной военной подготовки, офицер, старший лейтенант. У него на уроке дисциплина была как в строгой учебке. Но благодаря этому человеку, вот когда я попал на службу, я знал, как пользоваться автоматом, я знал элементарные воинские присяги, вот командой знал. И мне с самого начала не было никаких проблем вот в понятии того, что вот, как надо дальше служить. В плане технических характеристик вооружения тоже у нас не стрелкового оружия не было проблем вот с самого первого дня службы. Это нужный урок? Это нужный очень предмет? нужный урок. Наш преподаватель нас возил в Шалинскую часть на стрельбище. Мы еще в 9-10 классах мы стреляли из автоматов на полигонах. То есть молодые люди, они должны понимать, что они являются защитниками Отечества. Хотят они этого или нет? Это должно быть обязательным. Это если должно вот быть. с малых лет, если он привыкнет к этому, что вот да, есть оружие, что мир будет не всегда, политики вот не всегда будут договариваться между собой, что вот без войн вот эта земля самого начала существования никогда не жила вот на короткие периоды только, определенное время, и что надо быть готовым в любой момент защитить свою страну, своих родных, вот это должно быть привито с детства. Не моралью, а на самом деле вот небольшими вот такими занятиями ежедневными понимание приходит постепенно. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Хусейн, скоро у нас 23 февраля, День защитника Отечества. Если вы хотите, вы можете поздравить своих однополчан, своих друзей, всех тех, кто сегодня служит, кто будет служить с 23 февраля, с Днем защитника Отечества. Прошу. 23 февраля – это, с одной стороны, и трагическая дата, несмотря на это, но в то же время это день образования Советской армии. Еще до нашего выселения люди, которые непосредственно сейчас даже участвуют в боевых действиях в очень тяжелых условиях. Я бы хотел им пожелать крепкого здоровья, чтобы они все вернулись домой живы и здоровы к своим родным. И также самое главное пожелать и всем ветеранам, и всем однополчанам, чтобы вот эти войны прекратились, и чтобы мы жили и работали на созидании мирного государства. Спасибо. Еще раз спасибо, удачи вам. И спасибо вам за вашу службу. Вам тоже. Дал этого больше. А мы присоединяемся к словам поздравления нашего дорогого гостя. И говорим, с праздником вас, всех, защитники Отечества. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И ветеран Афганистана Хусейн Цамараев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.